Алло. Так, меня слышно? Слышно. Нормально? Меня видно? Так. Ахмед, а тебя надо в горизонтальное положение вернуть. Так. Марина, привет. Всем привет. Привет, привет. Ты меня слышишь, Марин? Да, вот и слышу, и вижу хорошо. Окей. Все, я тебя очень хорошо вижу и слышу. Так, я тоже, если все слышно хорошо, не надо улучшать ничего. Я все равно не умею ничего улучшать. Не-не, я могу улучшить. Армянское радио спросили, когда же будет лучше. Армянское радио ответило, лучше уже было. Да. Я 40 лет рассказываю этот анекдот. Привет. Ну вот, и вам всем привет. Да, все озвучивают и можем общаться. Привет. Привет, Саш. Привет. Рад тебя видеть. Андрей, привет тоже. Андрей, здравствуй. Привет. Мы тебя слышим, у тебя свет сзади, немножко тебя обесцвечивает. Мне сказали пока просто слушать, поэтому я как бы даже я не думал, что меня видно и слышно, то есть поэтому я как-то так я подключился, мне сказали позже выходить, но могу послушать. Мы ясновидящие. Да. Я перейду потом, собственно, в комнату, где не будет света, и когда буду выступать. Сейчас тебя не слышно. Ты звук отключил ты. Алло. Да. Добрый день. Видно ли меня? Сейчас видно. Володя, если ты к нам обращаешься. Да. Значит, мы В Лондоне тебя видно. Мы начинаем вторую часть нашего мероприятия. Мне нужен перевод на немецкий. Мы начинаем вторую часть нашего мероприятия. Мы сейчас на связи. Мы сейчас на связи с премьер-министром правительства Чеченской Республики Ичкерия, с Ахмедом Закаевым. У нас сейчас на экране, к сожалению, из-за солнца пока нет картинки, но мы уже начали нашу работу. Мы сейчас здесь, перед Бранденбургскими воротами, мы дадим слово уважаемому Ахмеду Закаеву, и его будет здесь слышно. Я подчеркиваю, что наше сегодняшнее мероприятие проводят две немецких общественных организации «Анкремлин e.V. и НДК РУС e.V. Я прошу, пожалуйста, перевести. Wir beginnen mit dem zweiten Teil der Veranstaltung. Jetzt werden wir mit einer Zoom-Schaltung mit dem Premierminister der Exilregierung Ahmed Zakaev uns verbinden. Leider ist das sichtlich nicht möglich aufgrund der Helligkeit. Dennoch, die Verbindung steht und wir können den Herrn Ahmed Zakaev wunderbar hören. Уважаемый господин Закаев, вам слово. Вы выступаете здесь, в очень символичном месте, перед Бранденбургскими воротами. Сегодня перед Бранденбургскими воротами Чеченский день, день памяти жертв Первой и Второй российско-чеченской войны и день защиты прав человека, борьбы с нарушениями прав человека в современной Чечне. Вам слово. Вам будет помогать наш Алексей, и, пожалуйста, делайте небольшие паузы. Спасибо. Спасибо, Володя. Я понял, что меня тоже вы будете переводить, да, чтобы знать, как мне вести свой диалог. Да, я буду вас переводить. Хорошо, всего доброго. Приветствую всех, кто сейчас нас слышит и слушает. Начать хочу свой разговор с благодарности. Хочу поблагодарить тех, кто организовал нашу эту встречу и организовал эту акцию в Берлине
уже несколько дней, несколько недель, которые проводят. Я думаю, это тоже очень символично. И я хочу поблагодарить всех организаторов и всех участников этого мероприятия. Ich begrüße die Anwesenden und möchte ich mich bei den Organisatoren dieser Veranstaltung bedanken, die seit Tagen und seit Wochen hier vor dem Brandenburger Tor sehr symbolträchtig kampieren. Vielen Dank an die Organisatoren und die deutschen Vereine. Я очень надеюсь, что это мероприятие и все, что сегодня люди доброй воли пытаются сделать с тем, для того, чтобы изменить ситуацию или немного хотя бы облегчить участь тех, кто сегодня борется за свою жизнь в России, в российских концентрационных лагерях. В частности, я в данном случае имею в виду десятки тысяч чеченцев, которые томятся в этих лагерях. И в частности, сейчас имею в виду и Алексея Навального, которого заточили и очень, в общем-то, демонстративно на весь мир убивают человека. Ich möchte auf am heutigen Tag darauf hinweisen, auf die vielen Opfer und auch viele tschetschenischen Menschen, die in Gefängnissen eingepfercht werden und auch namentlich den Alexei Nawalny, der vor den Augen der ganzen Welt regelrecht ermordet wird. На самом деле, сегодняшний режим России, он, в принципе, никогда не скрывал те преступления, даже не делал попыток скрывать какие-то преступления, которые они совершали на территории Чечни и на территории самой России. Прошу прощения, я вас не понял, здесь очень громко на площади. Могли бы вы, пожалуйста, еще раз повторить? Конечно. Я говорю, что существующий режим в принципе, никогда и не пытался скрывать те преступления, которые они совершали на территории Чечни, да и в самой России. Der aktuelle Regime hat nie ein Hehl daraus gemacht und hat auch nie versucht. И, к большому сожалению, мир и международное сообщество, и те международные институты, которые были призваны пресекать такого рода действия, или же предотвращать эти преступления, они с их молчаливого согласия российские режимы продолжали это делать и продолжают по сей день. Das Regime, der russische Regime hat es nie versteckt und auch die Institute, die dazu da waren, diese Verbrechen zu verfolgen oder diese Verbrechen zu verhindern, haben nie irgendetwas unternommen, um diese Verbrechen zu verhindern. Да, немного ситуация, конечно, изменилась, потому что сегодняшнее поведение представителей российского режима немного создают неудобную ситуацию для сильных мира сего. И они просто вынуждены хоть каким-то образом реагировать на поведение Путина и его окружения, как в самой России и в Чечне. Уже Чечня полностью замалчивает о Чечне, но Путин проявляет себя уже в других регионах. Die Situation ist sehr ungünstig, denn auch die mächtigen Menschen auf diesem Erdball sind gezwungen, sich irgendwie mit dem Regime in Russland sich zu arrangieren. Das Thema Tschetschenien wird verschwiegen und das wahre Gesicht des Regimes in Russland wird in den anderen Gebieten und in anderen Themen sichtbar. Я глубоко убежден в том, что чтобы изменить позицию или поведение Путина международному сообществу и российской общественности, которая выступает против того, что Путин делает сегодня, им необходимо дать правовую оценку тем событиям, которые происходили в Чечне. Все, что происходит сегодня, это напрямую связано с тем, что происходило в Чечне последние 20 лет. Das, was jetzt in Tschetschenien passiert, hat es direkten Zusammenhang mit dem, was in den letzten 20 Jahren in Tschetschenien passiert ist. Und wir brauchen eine rechtliche Handhabung, um darauf zu reagieren. Я очень коротко хочу остановиться на
на ситуации, как все это начиналось в Чечне. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, wie das alles, wie die Situation in Tschetschenien begann. В 1994 году Россия на фоне вот тех так называемых демократических преобразований, которые якобы Ельцин во главе с Ельциным шли в России, начали агрессивную преступную войну против чеченского государства. На тот момент абсолютно независимого суверенного государства. In dem Moment, als die sogenannten demokratischen Reformen begonnen haben, die Jelzin begonnen hat, hat auch gleichzeitig das Regime den Kampf gegen eigentlich unabhängiges, absolut unabhängiges Tschetschenien begonnen, und dieser Krieg war ein Verbrechenskrieg. Восстановление чеченского государства, оно соответствовало абсолютно всем правовым нормам тогдашнего СССР, России и международного сообщества. Я напомню, что именно в Горбачевский период в процессе так называемой перестройки были приняты исключительно важные законы для всех субъектов бывшего СССР. Zur Zeit der Einrichtung der Tschetschenischen Republik waren alle Gegebenheiten gegeben, um die Unabhängigkeit zu proklamieren. Das basierte rechtens auf allen rechtlichen, juristischen Gegebenheiten sowohl der Sowjetunion als auch der Russischen Föderation. Одним из таких законов 90-го года, апреля месяца, являлся закон, который уравнивал субъекты Советского Союза, автономные и союзные республики. Ein Gesetz, das dies regelte, war ein Gesetz, der die verschiedenen Subjekten, juristische Subjekten, sowohl der Republiken als auch die autonomen Republiken geregelt hat. И Чечено-Ингушская республика в тот период, за год до распада СССР, уже существовала как субъект, равноправный субъект Союза СССР. И они готовились к подписанию нового союзного договора наравне с Россией, с прибалтийскими странами, с Украиной, с Грузией, со всеми субъектами СССР, наравне с ними. Das Subjekt der Tschetscheno-Ingushetischen Republik war damals geregelt, so dass die gleichwertige Partner war bei der Unterzeichnung, der Vorbereitung der Unterzeichnung der Verträge ein Jahr bevor die Sowjetunion zusammengebrochen ist, so wie Litauen, so wie die Ukraine, genauso wie die Russische Föderation selbst. Поэтому те, кто следили и наблюдают за событиями в Чечне еще с тех пор, понимают и знают об этом, поэтому я не буду сейчас задерживаться на этом и не буду тратить наше время. Die Menschen, die die Situation beobachten, kennen diesen Stand, und deswegen werde ich nicht näher darauf eingehen. Однозначно одно, то, что сегодняшний статус Чечни – это статус оккупированной территории, это однозначно. И на любом политическом, на любом уровне, и в международных институтах, и с Россией, если будем исходить из правовых каких-то аспектов и норм, мы можем доказать, что Россия совершила агрессию против независимого суверенного государства. Die rechtliche Lage ist leider die, dass Tschetschenien rechtlich gesehen ein besetztes, ein okkupiertes Land ist. Ja. И я уверен также, что рано или поздно те, кто придут на смену существующему преступному режиму, должны будут вернуться вот к тем нашим договоренностям, которые были подписаны в 1997 году Ельциным и Масхадовым. Это договор о мире и об установлении в последующем нормальных взаимоотношений между Россией и Чечней. Вот это единственный формат, который может положить конец тому насилию, которое сегодня происходит в Чечне. Früher oder später diejenigen, die dem heutigen Regime nachfolgen werden keine andere Wahl haben, als auf die Vereinbarungen aus dem Jahr 1997
greifen müssen, weil es die einzige, die Verträge, die schon zwischen Maskhadov und der Russischen Föderation beschlossen worden sind, weil es der einzige rechtliche Rahmen ist für die gleichwertige Partnerschaft zwischen der Russischen Föderation und Tschetschenischen Republik sind. Володя, на этом я закончу свое выступление. Я У буду меня рад пара ответить на вопросов. вопросы. Да. Самый главный вопрос. Уважаемый господин Закаев, мы здесь все для того, чтобы поговорить вот на этой площади перед Бранденбургскими воротами, поговорить и вспомнить об жертвах Первой и Второй российско-чеченской войны. Wir sind hier, um die Opfer des ersten und des zweiten Tschetschenienkrieges zu gedenken. Можно ли сказать, что эти люди никогда не будут забыты, что о них еще будут сложены песни, написаны книги и сняты фильмы? И можем ли мы здесь во всеуслышание услышать подтверждение этого от вас? Können wir davon ausgehen, dass diese Personen, dass diese Menschen nicht vergessen werden, dass Filme, Gedichte, Romane und Bücher über die geschrieben werden? Und können wir von Ihnen die Bestätigung haben, dass dies der Fall sein wird? Володя, безусловно, все, о чем вы сказали, я не сомневаюсь в том, что это будет. Но для того, чтобы восторжествовала справедливость, нам необходимо не только слагать песни об этих героях, снимать фильмы и документировать. Нам необходимо тем, кто остались живых, привлечь к ответственности тех, кто совершили эти преступления. И в этом будет заключаться наша с вами миссия тех, кто остался в живых, помнит и прошел через все эти ужасы. Natürlich ohne Zweifel werden wir der Menschen gedenken, aber es reicht natürlich nicht, die Bücher über die zu schreiben oder die Lieder zusammen zu dichten. Es geht auch darum, dass man nicht vergessen darf, diejenigen nicht vergessen darf, die diese Verbrechen begangen haben. Und das ist auch die Verantwortung der Menschen, die das Schrecken des Krieges überlebt haben und jetzt das Gedenken an diese Menschen hochhalten. И я могу вас Последний заверить, вопрос. Володя, я закончу именно вот эту тему. Я могу вас заверить, что мы со своей стороны будем делать и делаем все, чтобы это произошло. Мы в 2018 году передали большой кейс против Путина и против путинского режима по военным преступлениям в Чечне Гаагу. Вот в этом году мы учредили Национальный трибунал по военным преступлениям на территории Чеченской Республики. И вот все эти вопросы, безусловно, и юрисдикция этого трибунала будет распространяться и на Россию, и будет привлекать к ответственности тех, кто совершили преступления. И я уверен, что российская общественность должна быть заинтересована в том, чтобы привлечь к ответственности этих людей. Wir werden das, und ich kann versichern, wir werden das nicht vergessen. Auch im Jahr 2018 haben wir genug Materialien gesammelt und über die Verbrechen des Regimes haben wir in Den Haag übergeben. Und wir haben 2018 auch ein Tribunal eingerichtet, der diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit verfolgen soll. Und wir können mit Sicherheit sagen, wir werden nicht ruhen, bis die Verbrecher bestraft worden sind. Добрый вечер. Я приехал из Бельгии. Меня зовут Идиев Замбулат. Следующим модератором, позволю я Володе отдохнуть немного. Сейчас следующего спикера представлю вам я. Mein Name ist Zambulat, ich komme aus Belgien und ich lasse Wladimir etwas ein bisschen ausruhen und den nächsten Speaker werde ich vorstellen. Только что Ахмед Закаев вам уже упомянул, что в Чечне создан, правительством Чеченской Республики Ичкерия создан национальный трибунал
по военным преступлениям и преступлениям против человечности на территории Чеченской Республики. И сейчас мы предоставляем слово председателю Национального трибунала, господину Ихвану Гириханову. Ahmed Zakaev hat erwähnt, dass es ein Nationaltribunal, also nationale Kriegsverbrechertribunal der Republik Ichkeria eingerichtet worden ist. Und momentan übergeben wir das Wort an den Vorsitzenden von diesem Kriegsverbrechertribunal. Ихван, алло, Да, да, так, я маршал Ихван, ассаламу алейкум. Ихван, можешь ты пояснить сейчас, почему появилась такая необходимость создания национального трибунала? Насколько мы знаем, еще в Первую войну, в 95-м году, в начале 96-го, была эта идея, было решение о создании этого трибунала, но по какой-то причине это реализовано не было. Кроме того, 3 года назад чеченская сторона в Гаагу предоставила документы на Международный уголовный суд. Ну, как они рассматривают, это рассматривают они очень долго, это мы все прекрасно знаем. Поэтому появилось... Я понял, Джамбулат. Баркал, добрый вечер всем участникам. Ну, я знаю только Александра, по-моему. Мы с ним часто встречались, правда, он был более молодым, как и я. Дело в том, что я не новичок в этой эпопее. Ихван, одну секунду, пожалуйста, потому что переводчик хочет перевести начало. Он все сразу не сможет, не успеет. Извиняюсь. Im Jahre 1996, 98 gab es schon Überlegungen zur Gründung dieses nationalen Kriegsverbrechertribunals. Leider ist diese Idee nicht mehr verfolgt worden. War daher 2 Fragen. Was ist die Notwendigkeit der jetzigen Gründung und wie hoch sind die Wahrscheinlichkeit, dass die Anklage, die in Den Haag eingereicht worden ist, dass sie verfolgt wird? Я являюсь одним из авторов Конституции Чеченской Республики Ичкерия, доктор права и экс-председатель Конституционного суда Чеченской Республики Ичкерия. Ich bin einer der Väter der Verfassung der Republik Ichkeria und ich bin Doktor der Jura. Вопрос заданный очень своевременный, правда, с опозданием чуть-чуть. Я просто скажу историю появления вопроса об ответственности. Die Frage ist sehr rechtzeitig, leider dennoch ein bisschen zu spät. Und ich würde gerne über die Rechtmäßigkeit der Gründung dieser Frage berichten. В ходе российско-чеченской войны, первой, как мы называем, был создан такой трибунал, правда, общественный международный трибунал по преступлениям против человечности и военным преступлениям, где членами трибунала были действующие и бывшие депутаты Государственной Думы Российской Федерации во главе с Галиной Старовойтовой. Es wurde schon bereits nach dem sogenannten ersten russisch-tschetschenischen Krieg ein Tribunal gegründet worden. Ein Tribunal, der die Verbrechen gegen die Menschlichkeit verfolgen sollte. Die Mitglieder waren damals die Abgeordnete der russischen Duma gewesen. Мы провели расследование с выездными сессиями и в Праге, и в Варшаве, и собрали огромный материал доказательств о военных преступлениях и преступлениях против человечности российскими вооруженными силами. Wir haben genug Material gesammelt und Dokumente, die die Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die Streitkräfte der Russischen Föderation beweisen.
было подготовлено обвинительное заключение, и мы готовились передать военный трибунал в Гаагу, но начавшиеся переговоры и подписан договор о мире как-то морально нас остановил, и мы не стали продолжать этот диалог, ибо любой мир дороже, чем даже маленькая война. Die Anklageschrift war bereits vorbereitet und war kurz davor, in Den Haag eingereicht zu werden. Allerdings begannen die Friedensverhandlungen und so haben wir uns entschlossen, diese Anklageschrift nicht weiter die Anklage nicht weiter zu verfolgen, denn der Frieden ist auf jeden Fall, Friedensprozess ist tausendmal besser als... Мы уже издали в 5 книгах эти доказательства, и оно является неотъемлемым, как говорится, предметом для будущего рассмотрения Национальным трибуналом Чеченской Республики Ичкерия. Wir haben bereits 5 Bücher herausgebracht, in denen diese Dokumente und Beweismaterialien gesichert sind. Und das wird auf jeden Fall die Grundlage für die Anklageschrift für das Nationale Kriegsverbrechen-Tribunal der Republik Ичкерия werden. В то же время, когда мы рассматривали дела, независимо от нас, наш первый президент Джохар Дудаев также намеревался создать национальный трибунал, но война и последующие, как бы, действия в то время не позволили. Leider die Situation und der Krieg, schon der erste Präsident Dudajew hat die Gründung initiiert, des Nationalen Kriegsverbrechen-Tribunal, allerdings hat der Krieg uns den Strich durch die Rechnung gemacht. Сегодняшнее возникновение или учреждение Национального трибунала правительством за рубежом – это логическое, как говорится, действие предыдущих стараний создать такой институт. Мы знаем, что любое преступление наказуемо, а в данном случае эти преступления не имеют срока давности. Diese Verbrechen werden bestraft, diese Verbrechen haben keine Verjährungsfrist und dieses Tribunal ist natürlich eine logische Konsequenz von all den Versuchen, die in den letzten Jahren gestartet worden sind, um so ein Tribunal zu gründen. Я могу заверить участников, и не только сегодня, что Национальный трибунал по военным преступлениям начнет свою работу в ближайшее время. Он будет иметь штаб-квартиру в одной из государств Европы, и наши действия будут согласованы с внутригосударственным правом Чеченской Республики Ичкерия и основными принципами и нормами международного права. Ich kann den Anwesenden versichern, dass dieses Tribunal in Kürze seine Arbeit aufnehmen wird. Er wird sein Hauptquartier in einer der europäischen Länder haben und es wird auf der Basis der rechtlichen Basis der Republik Ичкерия arbeiten und auch auf der Basis der internationalen des internationalen Rechts. Мы для участников намерены не только рассмотреть материалы и доказательства последних 2 войн, мы намерены рассмотреть в 3 этапа отношения царской России к Чеченской Республике, вернее, к чеченцам в советское время и в российское время. То есть 3 этапа, и мы уже высказывали, что мы будем не только привлекать за военные преступления, но и ставить вопрос о геноциде чеченского народа. Wir werden nicht nur gegen die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die während des Krieges stattgefunden haben, verfolgen, sondern auch die Themen des Genozids des tschetschenischen Volkes während der Sowjetzeit. Тем более у нас есть прецедент в 2004 году в здании Европарламента, благодаря выдающемуся человеку, на мой взгляд, и патриоту, и человеку доброй воли, был признан геноцид
наше выселение нашего народа в 1944 году. Also das wird, wir streben an, die Anerkennung des Genozids des tschetschenischen Volkes im Jahr die Anerkennung des Genozids im Jahr 1944. Поэтому, закругляясь, я могу сказать, что как руководитель данного института мы намерены начать и довести до конца начатое дело, независимо от чинов, рангов будущих подсудимых и времени исполнения как организаторами, так и исполнителями по геноциду чеченского народа. Wir werden die Sache, die wir mit begonnen haben, werden wir auch zu Ende bringen, egal wie hochrangig die betreffenden Menschen sind. Wir werden diese Angelegenheiten zu Ende bringen. Спасибо за внимание. Если есть Danke für вопросы, die Aufmerksamkeit. Спасибо, Ихван, за выступление и за информацию. Сейчас я бы хотел пригласить к разговору известного российского диссидента Александра Скобова. Ich möchte den bekannten russischen Dissidenten Alexander Skobov zum Gespräch einladen. Вы нас слышите? Вы на связи? Я слышу. Так, очень рад вас слышать, очень рад приветствовать вас на нашем мероприятии. Я вас тоже рад видеть и слышать. Скажите, пожалуйста, как воспринималось в России и в первую, и во вторую начало вот от российско-чеченских войн, как общественность, как диссиденты воспринимали эти войны? An die Frage, wie hat die russische Öffentlichkeit und die Dissidenten, die sowjetischen Dissidenten, den ersten und den zweiten Tschetschenienkrieg wahrgenommen? Я могу сказать, что когда президент Ельцин начал Первую чеченскую войну, то большинство российского общества определенно было настроено против этой войны. И все опросы общественного мнения, которые тогда проводились достаточно свободно, в пример нынешнему времени, они показывали, что примерно 70% населения России против этой войны, не хотят силой удерживать под российской властью Чеченскую республику и готовы признать ее независимость. Не хотели признавать независимость Чеченской республики, не хотели силой ее удерживать под российской властью не большинство российского народа, а российский правящий политический класс. Die damaligen Umfragen haben belegt, dass 70% der russischen Öffentlichkeit gegen den Krieg waren, dass sie diesen Krieg negativ bewertet haben und auch dagegen waren, Tschetschenische Republik mit Kraft, mit Gewalt daran zu hindern, unabhängig zu werden. Die Mehrheit war für die Unabhängigkeit der Tschetschenischen Republik. Wer dagegen war, gegen die Unabhängigkeit, das waren die Elite der Russischen Föderation. Но вот это недовольство политикой Ельцина, оно не смогло вылиться в какое-то массовое антивоенное движение, потому что простые граждане оказались практически без организаторов, потому что никакие политические партии не хотели в это влезать. Либеральные партии ограничивались какими-то словами увещевания в адрес президента,
но не хотели как бы ослаблять его власть, они больше всего боялись, как бы не вернулись к власти коммунисты, поэтому они очень сдерживали себя в критике Ельцина. Но они, либеральная партия, они уже тогда оседлали конек имперского реваншизма, им тоже это было не надо. И вот народ остался без организаторов. Dieser öffentliche Protest hat leider keine Führer gefunden, die das auch, die Kritik verbalisieren konnten. Die Parteien wollten sich in dieses Thema nicht einmischen. Waren damals, auch die liberalen Parteien Russlands waren damals schon auf dem Stand des Revanchismus, des imperialen Revanchismus, und so hatte der Protest leider keiner Führer gehabt und konnte auch nicht geäußert werden. Конечно, были правозащитники, были журналисты, были отдельные политики, которые активно выступали против чеченской войны, которые говорили о невероятных жестокостях по отношению к мирному гражданскому населению со стороны российских карателей, которые говорили об огромных жертвах среди гражданского мирного населения. Но их критика, она тоже велась с каких-то таких непоследовательных позиций, что как бы надо не так бомбить, не так стрелять, не так защищать, а вот так, чтобы меньше страдало мирное население. И эти люди не могли понять, что по-другому эта война вестись в принципе не может, потому что это война против чеченского народа. Не против какой-то верхушки или какой-то группировки, именно против народа, который хочет независимости. Leider es waren nur einige wenige Menschen, die Vertreter der Öffentlichkeit, die gegen diesen Krieg waren. Allerdings war der Protest sehr unkonsequent, denn es ging meistens darum, so und so darf man nicht bomben, man muss es anders bomben. Und es war aber eigentlich von Anfang an klar, dass es ein Krieg nicht gegen die Regierungselite Tschetscheniens war, sondern eigentlich gegen das tschetschenische Volk. Und leider war auch dieser wenige Protest sehr inkonsequent. Вот такая простая мысль, что для того, чтобы не было этой войны и всех ее жестокостей, надо просто признать право народа на самоопределение, право, между прочим, закрепленное во всех главных международно-правовых актах. Вот эта простая мысль оказалась не по зубам большинству нашей общественности, даже прогрессивной, даже демократической. Die russische Öffentlichkeit war leider nicht reif genug für das Erkenntnis, für einen einfachen Gedanken, dass der Rechtsbegriff der Selbstbestimmung, der überall in dem internationalen Recht fest verankert ist, dass dieser Recht auf Selbstbestimmung hier nicht vollzogen werden darf, und auch nicht vollzogen wird. И когда Первая чеченская война вроде бы закончилась, этот вопрос опять был подвешен, не решен, и именно его нерешенность привела с неизбежностью ко Второй чеченской войне, и, собственно, из которой и родился путинский режим. Первая чеченская война, начатая Ельциным, она была результатом деградации ельцинского режима. А вот путинский режим из чеченской войны родился. И его посыл изначально был имперский, реваншистский. Der erste Tschetschenienkrieg war das Resultat die Bankrotterklärung der Jelzin-Regierung und eben die Frage, die nicht gelöst worden ist, die Frage der Selbstbestimmung, das Recht auf die Selbstbestimmung hat auch, diese ungelöste Frage hat auch den zweiten Krieg, den Tschetschenienkrieg ausgelöst, der die Geburtsstunde des jetzigen Regimes geworden ist. Этот вопрос неизбежно возникнет опять, потому что то вроде бы
спокойствие, которое сейчас в Чеченской Республике, оно обманчиво, оно искусственно, оно внешне. Оно достигнуто, во-первых, потому что там существует жесточайший, тоталитарный, совершенно средневековый режим Рамзана Кадырова, которому удалось какую-то часть чеченского общества подкупить привилегиями в том числе и на территории России. Но привилегии, понятно, они не для всех далеко, а какая-то часть чеченского общества, ну, наверное, воспринимает этот режим как вынужденную форму выживания в условиях оккупации со стороны очень жестокого врага. Но это все поддерживается, пока существует личная уния между Кадыровым и Путиным, которые нужны друг другу. Ни тот, ни другой не вечны. Поэтому все равно этот вопрос возникнет опять. И в данном случае я хочу обратиться к европейской общественности, которая меня сейчас, может быть, слышит. Так, Александр, прошу прощения, у нас с регламентом немного сложно, поэтому если обращайтесь, очень коротко, пожалуйста, вы могли бы? Очень коротко. Пусть общественность не забывает, что пока этот вопрос о признании права чеченского народа на самоопределение, на независимость не будет решен, будут новые войны, будет новая кровь, будут новые тысячи беженцев. Solange die Frage der Selbstbestimmung nicht gelöst wird, wird es neuen Krieg geben, wird es neue Opfer geben, wird es neue Flüchtlinge geben. Александр, спасибо большое за разговор. К вам, конечно, мы прекрасно понимаем, что очень много вы могли бы еще что рассказать. Вам. Кстати, к вам один вопрос, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте, Александр. Володя. Я хотел уточнить у вас. Значит, у нас очень много говорится о демократии. Очень много говорится о том, что вот бывает такая демократия, бывает сякая демократия. Очень хотелось бы знать ваше мнение, с какими демократами-чеченцами вы знакомы, и что бы вы могли назвать действительно примером, да, для чеченцев, с тем, чтобы мы как-то ориентировались, потому что ведь слово демократия, оно ведь для России немножко новое, да, и мы вот как-то в этом еще плохо разбираемся. Скажите нам, пожалуйста, эти имена. Das Thema Demokratie ist ja für die Russische Föderation relativ neu und es gibt immer wieder verschiedene Adjektive, die zur Demokratie drangeklebt werden. Das ist eine sehr umstrittene Angelegenheit. Welche Personen der tschetschenischen demokratischen, also der wahren demokratischen Bewegung, können Sie vielleicht uns nennen? Кого вы можете назвать, Александр, как чеченских демократов? Ведь это те люди, которых избирает народ. Ну, если говорить о известных именах, я, например, считаю искренним демократом президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова. Может быть, в тех условиях, в которых он руководил страной, он был и слишком демократом. Но это уже не мне судить. Aslan Maskhadov ist meiner Meinung nach der absolute berechtigte Vertreter der demokratischen Ordnung. Спасибо огромное, Александр. И мы хотели бы дать слово министру иностранных дел правительства Чеченской Республики Ичкерия, уважаемая госпожа Аминат Саиева. Пожалуйста, вам слово. Das Wort geht an die Außenministerin der Republik Ichkeria im Exil, an
Aminat Saïva. Спасибо большое. Хочу поблагодарить сначала всех, кто организовал эту встречу. Для нас это очень важное событие. Благодарю вас. Я хотела бы узнать, сколько минут я могу говорить. Мы договорились о 10 минутах для выступления и пара минут на ответы на вопросы. Спасибо. Постараюсь уложиться. Ну, пожалуйста, с паузами, чтобы мой вопрос, вернее, я сегодня хотела бы немного сказать, вспомнить события, которые происходили и 10, и 20 с лишним лет назад. То есть реакцию международного сообщества на военные действия, российские военные действия в Чеченской Республике. Ich möchte der Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf die Taten der Russischen Föderation in der Tschetschenischen Republik hinweisen. Реакция международного сообщества, или как мы часто говорим, западного мира, на российские военные действия в Чеченской Республике в двух войнах 1996 года и 1999 года условно можно выделить на два этапа. Die Reaktion der internationalen Gemeinschaft, oder wie wir sagen, der westlichen Welt auf die beiden Kriege, Krieg 1, der ersten tschetschenischen Krieg und des zweiten tschetschenischen Krieges, kann man auf zwei Stufen reduzieren. Первый этап – это первая война 1994-1996 годов. Характерным для этого периода было сдержанное отношение официальных властей Соединенных Штатов Америки и ведущих стран Западной Европы к вводу российских войск в Чечению и последующим широкомасштабным военным действиям. Es war eine sehr gemäßigte Reaktion, eine sehr zurückhaltende Reaktion auf also während des ersten Tschetschenienkrieges auf das Besetzen der Tschetschenischen Republik, auf die Kämpfe durch das russische Militär. Более того, западные лидеры открыто поддерживали Ельцина, несмотря на то, что российская армия проводила преступную кампанию террора и убийств, несмотря на огромные потери среди мирных граждан, разрушение многих городов и сел, гражданских объектов, промышленной и другой инфраструктуры. Die westliche Welt hat Jelzin unterstützt und begrüßt, das Vorgehen von Jelzin begrüßt, obwohl nachweislich schon Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden, trotz der zahlreichen Opfer der Zivilbevölkerung der Tschetschenischen Republik. Лидеры западных стран даже сочли возможным приехать в Москву на празднование 50-летия Победы во Второй мировой войне и продемонстрировать тем самым безусловную поддержку Борису Ельцину. Die Führer des Westens sind 1995 zum Feier des Sieges im Zweiten Weltkrieg, sind alle in Moskau erschienen, trotz allem, und haben dadurch die Politik des Jelzins unterstützt. В этой политике Запада сыграли роль два фактора. Первый – поддержка Бориса Ельцина и его команды в преддверии предстоящих выборов. А в тот период Запад опасался прихода к власти в России коммунистов и угрозы коммунистического реванша. Der Westen befürchtete damals, und daher unterstützte er den Jelzin, der Westen befürchtete, dass die kommunistische Partei Revanche nimmt und wieder an die Macht in Russland kommt. Тем не менее, уже в 1995 году
В Чечне начала свою деятельность миротворческая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе с швейцарским дипломатом Тимом Гульдеманом. Dennoch hat im Jahr 1995, 96 schon die humanitäre Mission der Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa hat ihre Mission in Tschetschenien begonnen. Миссия сыграла большую роль в тех событиях в Чеченской Республике. Она сумела организовать парламентские и президентские выборы в январе 1997 года. Die Mission hat sehr große Rolle gespielt in der Friedensarbeit und hat auch maßgeblich geholfen, die Wahlen, die Parlamentswahlen und Präsidentenwahlen 1997 in Tschetschenien durchzuführen. Надо сказать, что на эти выборы в Чечению прибыло многочисленные международные наблюдатели из стран-участниц ОБСЕ. Sehr viele Beobachter aus der Organisation für Zusammenarbeit und Sicherheit und Europa waren bei diesen Wahlen dabei. Кстати, выборы состоялись в соответствии с Конституцией Чеченской Республики Ичкерия, которая была принята независимой Чеченской Республикой 12 марта 1992 года. Тем самым ОБСЕ опосредованно признала независимость Чеченской Республики. Die Wahlen haben stattgefunden aufgrund der Verfassung der Tschetschenischen Republik Ichkeria aus dem Jahr 1992 und dadurch, dass die Beobachter dabei waren, haben sie hiermit die Unabhängigkeit der Tschetschenischen Republik nachträglich bestätigt. В декабре 1999 года в Россию прибыл первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Строуп Телбот. Одна из его целей визита была изложить консолидированную позицию западных стран в отношении чеченской проблемы. В каком году это было? В 1999 году. Im Jahr 1999 war ein stellvertretender Außenminister der Vereinigten Staaten zu Besuch in der Russischen Föderation, um die Position des Westens in Frage der Tschetschenischen Republik kundzutun. И не только изложить, но и потребовать Nicht nur от России немедленно прекратить боевые действия в Чечении. Sondern es war ein Verlangen nach dem Aufhören der militärischen Auseinandersetzung in Tschetschenien. И начать переговоры с законным руководством Чеченской Республики Ичкерия. Und es war eine Forderung, die Friedensverträge mit der Tschetschenischen Republik Ichkeria anzufangen, zu beginnen. В противном случае, заявил Телбот, отношения Москвы с международным сообществом будут подорваны, и Россию ожидает дальнейшее ухудшение отношений с Западом со всеми вытекающими последствиями. Sollte dieser Empfehlung nicht Folge geleistet werden, drohte der Gesandte, dass die Beziehung zum Westen, zwischen Russischen Föderation und dem Westen weiterhin sich verschlechtern wird. Консолидированная позиция Запада в отношении чеченского вопроса сложилась в основном еще накануне саммита ОБСЕ в Стамбуле, который состоялся 18-19 ноября 1999 года, а в последующем получила закрепление и развитие в ходе целого ряда общеевропейских встреч в рамках Евросоюза. Die Position des Westens bezüglich dieser Frage begann schon beim Summit in Istanbul
und es folgten mehrere Treffen der westlichen Länder zu dieser Frage. После завершения саммита ОБСЕ появились все новые моменты, свидетельствующие не только об ужесточении политики Запада, но и о его намерениях более активно вмешаться в события в Чечении. Nach diesem Summit war klar die Absicht des Westens, sich in die Lösung des Konflikts sich einzumischen bzw. die Sanktionen zu verschärfen. В то время, пока Строуп Телбот в Москве оказывал давление на российское руководство, министр обороны Соединенных Штатов Америки Уильям Коэн 23 декабря 1999 года на американской военной базе в Тузле в Боснии выступил с резким заявлением по чеченскому вопросу. Während der Gesandte des Außenministeriums in Russland Druck auf die russische Regierung ausgeübt hat, war der Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten hat eine sehr scharfe Rede auf einem amerikanischen Stützpunkt zur tschetschenischen Frage gehalten. Он заявил, в частности, что Россия в Чечении нарушает нормы международного права и что такие методы, которые применяет Москва, абсолютно неприемлемы. И такое заявление делает не дипломат и не политик, а руководитель военного ведомства самой мощной в военном отношении страны лидера военно-политического блока. Der bezichtigte die Russische Föderation der Verletzung der Menschenrechte und Verletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und dies tat kein Diplomat, sondern ein Verteidigungsminister des stärksten militärischen Macht der Welt. Мы хотели бы оставить еще какое-то время на вопросы. Мое время кончилось, у меня, конечно, еще есть о чем сказать, но извините тогда. Мы, конечно же, мы хотели бы, чтобы дать вам возможность сообщить то очень важное, что вы хотели нам сообщить, и оставить какое-то время на вопросы. Пожалуйста. Спасибо. В наиболее концентрированном виде позиция Запада по Чечении была выражена на сессии ПАСЕ 24-28 января 2000 года, где был поднят вопрос о приостановлении членства России в этой организации. В итоге России фактически был поставлен ультиматум немедленно остановить несоразмерные военные действия в Чечении, немедленно начать политический диалог с выбранными чеченскими руководителями с целью достижения полного прекращения огня и всеобъемлющего политического разрешения конфликта. В противном случае России грозят исключением из на очередной сессии ПАСЕ. Der Westen übte weiterhin Druck auf Russland aus, und zwar forderte die Russische Föderation dazu auf, die Kriegshandlungen einzustellen und die Friedensverhandlungen umgehend zu beginnen unter der Androhung des Ausschlusses aus mehreren europäischen Zusammenschlüssen, Zusammenarbeiten. С началом Второй войны международное сообщество стало открыто проводить жесткую политику в отношении России. Последовал ряд резких заявлений уже на самом высоком официальном уровне, обвиняющих Россию в умышленной эскалации военных действий. Bei dem zweiten Tschetschenienkrieg war die Reaktion des Westens viel schärfer und Russland wurde bezichtigt, den Konflikt eskalieren zu wollen.
Было жесткое заявление Европарламента от 7 октября 1999 года, в котором выдвинуты требования прекратить российскую военную интервенцию в Чечению и уважать международные принципы в области прав человека. Europarlament beschloss eine Resolution, in der Russland dazu aufgefordert worden war, den Krieg und die Besatzung Tschetscheniens zu beenden und Menschenrechte zu achten. В этом заявлении Европарламента указывалось, что будет приостановка кредитов и заявлений руководителей министерств МВФ и Всемирного банка, Международного валютного фонда и Всемирного банка. Die EWF, Internationale Währungsfonds und die Weltbank drohte an, die Kredite an die Russische Föderation zu stoppen. Война в Чечении стала предметом обсуждения или даже была поставлена в центр внимания практически на всех международных форумах и совещаниях, проведенных в 2000 году. Совещание министров финансов и глав центробанков «семерки» в Токио, куда от России поехал Михаил Касьянов, заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза, сессии ПАСЕ в Страсбурге, Всемирном экономическом форуме в Давосе, причем обращает на себя внимание, что на всех этих мероприятиях позиции западных представителей были едиными. Während des zweiten Tschetschenienkrieges im Jahr 2000 war das Thema des Tschetschenienkrieges auf mehreren Zusammentreffen war es immer wieder das Thema. Und hier kann man sagen, dass die Position des Westens war immer einig. На саммите в Стамбуле из 54 членов ОБСЕ проголосовали против войны в Чечении все, кроме Белоруссии, ну и, естественно, России. Von 54 Mitgliedern des Sicherheitsrates für Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa von 54 Mitgliedern haben alle gegen den Krieg in Tschetschenien gestimmt, außer Weißrussland und Russische Föderation selbst. Таким образом, сложившаяся к тому времени политика Запада в отношении российской войны в Чечении сводится к следующему. Война в Чечении, первый пункт, не рассматривалась Западом как внутреннее дело России. Die Haltung des Westens zum Tschetschenienkrieg könnte man Folgendes wie folgt fassen. Der Krieg war, also die Position des Westens war, der Krieg ist keine innere Angelegenheit Russlands. Мэдлен Олбрайт, комментируя итоги Стамбульского саммита ОБСЕ, заявила, ОБСЕ фактически пришла к консенсусу, что внутренние конфликты, которые способны вызвать нестабильность в регионе, являются делом всех. Die Position von Albright, der Außenministerin der Vereinigten Staaten, war wie folgt. Die Konflikte also die Konflikte, die in diesem Weltteil zutage treten, ist eine Angelegenheit aller. Показательным для политики Запада в отношении Чечни стало то, что из гуманитарной сферы она все больше стала перемещаться в политическую. Die Haltung des Westens war ab diesem Moment keine humanitäre, sondern eine politische. Я прошу прощения, можем ли мы все-таки попросить немножечко, ну, и другим ораторам тоже, ну, оставить какое-то время. Прошу прощения очень сильно. Извините, пожалуйста. Хорошо, я тогда останавливаюсь. Спасибо. Извините, пожалуйста, может быть, последний какой-то тезис, ну, с тем, чтобы это плавно завершить. Ну, извините, пожалуйста. Я прошу прощения.
Haben Sie noch zum Abschluss Ihrer Rede, haben Sie auch noch vielleicht mal eine letzte These, mit der man dann Ihre Rede abschließen kann? Можно ли попросить завершающий тезис? Извините, пожалуйста. Ага. Уважаемая Аминат Саиева, мы просим включить звук, мы хотели задать еще вам вопрос. Я не выключала, он сам выключился. Простите, пожалуйста. Огромное спасибо. Я прошу прощения за то, что у нас просто есть очень жесткий хронометраж. Мы про 10 минут, как бы сказать, просто немножечко это было, И последний, если можно, тот вопрос, который очень хотелось задать, это все-таки по-вашему, мы с вами вместе слышали от очень уважаемого Витолста Ландбергиса, мы вместе слышали, что многие западные политики считают представителей чеченского народа, избранных чеченским народом в правительство, считают чеченцами-демократами. Скажите, пожалуйста, чеченцы-демократы в основном проживают сейчас за границами Чечни, за границами своей страны. Сегодняшняя Россия выталкивает остатки какого-то своего гражданского общества сейчас тоже за пределы своей страны. Скажите, пожалуйста, видите ли вы среди представителей российского гражданского общества таких людей, которых можно было бы назвать демократами, и с которыми бы чеченцам-демократам хотелось бы вместе строить общее будущее, общее мирное будущее? Kennen Sie aus Ihrer Erfahrung, man sagt, dass die demokratischen Tschetschenen eher außerhalb Tschetscheniens jetzt leben, auch außerhalb der Russischen Föderation. Können Sie uns ein paar Namen nennen der russischen Demokraten, mit denen es eine Hoffnung besteht auf ein Zusammenleben zwischen den tschetschenischen und russischen Demokraten? Я, конечно, не могу сказать, что я хорошо знаю всех демократов российских, однако есть люди, с которыми я знакома, и знакома с их взглядами по их статьям, по их журналистской работе, по их политической деятельности, даже по их биографическим данным. Конечно, среди них в первую очередь это Андрей Илларионов, Александр Скобов, Андрей Пиантковский. Безусловно, те люди, которых уже нет с нами, это Анна Политковская, Валерия Новодворская, Борис Немцов. Ich kenne natürlich nicht alle Demokraten, die ich nenne, nicht alle die russischen Demokraten, aber 3 fallen mir auf jeden Fall ein. Und das sind Андрей Илларионов, господин Пиантковский, и третьего, кого вы назвали? Александр Скобов. Александр Скобов, конечно же. Александр Скобов. Спасибо огромное. Значит, есть еще надежда, и нам очень важно развивать эту
это взаимодействие и тот опыт, который был сделан в 2017 году, когда была подписана совместная платформа 15 июня, конечно же, он должен быть продолжен. Мы его не забыли. Спасибо огромное. И мы переходим к следующему оратору. Спасибо вам. Спасибо вам. Марина Литвиненко. Мы сейчас немножечко поправим нашу технику. Уже начинает темнеть. Ну вот, видите, мы уже даже вас видим. И теперь еще камеру немножечко поправить, так чтобы камера могла брать экран. Сейчас она его не полностью берет. Wir kommen zum nächsten Sprecher bzw. Sprecherin, zu Frau Litvinenko. Добрый день. Марина, вы слышите? Да, добрый вечер. Я надеюсь, что вы тоже слышите меня. Слышно отлично. Мы здесь находимся на площади около Бранденбургских ворот. Здесь выставлены портреты, многочисленные портреты жертв путинского режима, и мы хотели бы поговорить с вами. Мы хотели бы вспомнить вместе с вами, а с чего началась Вторая Чеченская война. Мы хотели бы, чтобы вы вместе с нами вспомнили тот повод, который был так хорошо организован и к которому имел прямое отношение Александр Литвиненко, который раскрыл его. И Александр Литвиненко – это, к сожалению, один из тех портретов, которые стоят здесь, около Бранденбургских ворот. Я прошу прощения, мне нужно сейчас дать слово переводчику. Wir stehen vor dem Brandenburger Tor. Hier ist es auch eine Ausstellung mit den Fotos, mit den Bildern der Opfer des Regimes, des russischen Regimes. Und wir möchten mit Ihnen heute über das Thema, folgendes Thema sprechen, über die Gründe für den Zweiten Tschetschenischen Krieg. Und natürlich Ihr Mann, auch über Ihren Mann, der diese Gründe offenbart hat, und Ihr Mann, der ja leider tot ist, dessen Bild auch hier vor dem Brandenburger Tor steht. Марина, вам слово. Добрый вечер. В самом начале я хотел бы поблагодарить всех, кто сейчас находится у Бранденбургских ворот. Я хочу отметить, что это еще не лето, и, судя по всему, не так уж и тепло. И люди, которых мы, к сожалению, не видим, но я надеюсь, аудитория присутствует. И большая благодарность переводчику, который уже больше часа нас переводит. И, естественно, всем участникам этого форума, которые, в отличие от тех, которые на улице сидят у себя в домах, но это спасибо коммуникации, что мы можем вещать отовсюду. Ich möchte mich bei allen Anwesenden bedanken. Es ist sichtlich kein Sommer, es ist sichtlich frisches Wetter. Aber Gott sei Dank besitzen wir die Kommunikationsmittel, dass wir miteinander sprechen können. Я обещаю уложиться в формат, потому что это очень важно и для остальных участников, и, естественно, для того, чтобы мы сохранили динамику. Ich versuche pünktlich die Zeit auszunutzen. Я бы хотела отметить, что это очень символично, что День памяти чеченских войн 1 и 2 проходит на митинге, где мы видим лозунг «Save Навальный», «Сохранить Навального». Es ist sehr symbolträchtig, dass wir die Opfer der beiden Tschetschenienkriege gedenken, und zwar vor dem Hintergrund Free Навальный. Потому что это не случайно, это звенья одной цепи. Все то, что оставалось таким образом незамеченным в Европе, в мире, когда преступления, совершенные в Чечне, не оказались наказанными,
мы дошли до того, что мы теперь говорим, что спасите, сохраните Навального. Das ist kein Zufall, denn das ist alles Teile einer und derselben Kette, eine Verkettung, die Opfer des Krieges, die jetzt, so dass es klar ist, wir sagen jetzt Free Nawalny. Режим, который начал возрастать и почувствовал кровь в начале своего, в 2000 году, когда началась Вторая Чеченская война, он почувствовал эту кровь, и теперь это уже кровь не только чеченского народа, а это кровь уже российского народа. И мне кажется, очень многие на себя почувствовали, что значит этот режим. Das Regime, das zu Beginn des Zweiten Tschetschenienkrieges das Blut geleckt hat, ist nicht zu stoppen, so dass praktisch jetzt auch das Blut fließt, und jetzt fließt das Blut nicht nur des tschetschenischen Volkes, sondern auch des russischen Volkes. Я очень благодарна организаторам в Берлине, те, кто сделали эти портреты, потому что это больше доказательство того, что режим делает. Люди, которые проходят мимо этих портретов, они видят лица тех людей, которые погибли от этого режима. Ich bin sehr dankbar den Menschen, die diese Bilder gemacht haben, die diese Bilderausstellung hier gemacht haben, denn die Fußgängerinnen und Fußgänger, die hier vorbeispazieren, sehen diese Gesichter und sehen, dass dieses Regime, diese Menschen, diesem Regime zum Opfer gefallen sind. Мой муж Александр Литвиненко оказался в центре событий и Первой Чеченской войны, и, я бы сказала, участником, но разоблачителем Второй Чеченской войны. Mein Mann war ein Figurant des ersten Tschetschenienkrieges, und beim zweiten Tschetschenienkrieg war er derjenige, der die Gründe offengelegt hat. В 1096 году, участвуя в операции по освобождению заложников, захваченных Салманом Радуевым, он впервые столкнулся с тем, что он увидел это абсолютно несправедливая война. Als er bei der Geiselnbefreiung 1996 an der Befreiung teilgenommen hat, sah er mit eigenen Augen, dass dieser Krieg kein gerechter war. И это во многом решило его отношение к тому, что уже в то время стало формироваться в российских спецслужбах. Он понял, что российские спецслужбы становятся угрозой российскому государству, и он даже не мог предполагать, и всему миру. Und damals formierte sich schon seine Weltanschauung bezüglich der Vorgänge der russischen Föderation, der russischen Regierung. Вторая Чеченская война, как вы уже успели отметить, началась страшными терактами, которые потрясли всю Россию. И один из страшных терактов произошел в Москве, когда были взорваны 2 дома, один за другим. Der Zweite Tschetschenische Krieg begann mit schlimmen Terrorattentaten und vor allem auch ganz besonders in Moskau, wo 2 Häuser, eins nach dem anderen, explodiert sind. Саша, мой муж, Александр Литвиненко, в это время сидел в тюрьме. Mein Mann saß zu dem Zeitpunkt im Gefängnis. И, естественно, он не был никаким образом ни очевидцем этих событий, но впоследствии, оказавшись уже за пределами России, он понял, что это его долг расследовать это преступление. Deswegen war er auch kein Augenzeuge von diesen Attentaten. Jedoch später, als er schon außerhalb Russlands war, fühlte er sich verpflichtet, diese Attentate nachzuverfolgen und die aufzudecken. И то, что сделал Саша, написав книгу в соавторстве вместе с историком Юрием Фельштинским, я бы, наверное, приравняла к тому, что сейчас делает команда Навального. Расследование преступлений,
людей, которые сейчас находятся во власти в России. Die Aufklärung, und das Buch über die Aufklärung der Attentate, die mein Mann geschrieben hat, würde ich vergleichen, auf dieselben Stufe stellen wie die Aufklärungsarbeit, die das Team Nawalny über die Verbrechen des Regimes aktuell tut. Саша не обладал теми техническими возможностями, которые имеют сейчас многие. Тогда не было ни айфонов, не было социальных сетей, невозможно было отследить никого через эти социальные сети. Но те знания, которыми обладал мой муж, работая в спецслужбах, позволили ему написать эту книгу и сделать очень страшные выводы, что за этими преступлениями, за взрывами домов в России стоят российские спецслужбы. Mein Mann damals, als er das Buch geschrieben hat, hatte leider keine sozialen Netzwerke. Die Kommunikation war noch nie so fortgeschritten wie jetzt. Und dennoch, die Methoden, die er angewandt hat und die Schlüsse, die er daraus gezogen hat, haben ihn dazu geführt, dass er das Regime des Verbrechens bezichtigt hat, so dass hinter diesen Attentaten eben russische Sicherheitsdienste gestanden haben sollen. И если в самом начале, тогда, когда была эта книга издана в 2002 году, очень мало людей могли бы сказать однозначно, да, они верят в это расследование и считают, что, как называется эта книга, ФСБ взрывает Россию. Als das Buch herausgebracht worden ist, waren nicht viele Menschen, die den Schlussfolgerungen folgen konnten, denn das Buch hieß FSB sprengt Russland. То теперь, если провести опрос, то таких людей стало гораздо больше. И после тех преступлений, которые были совершены за последние 20 лет, люди с большей вероятностью скажут «да», что эти дома взорвали спецслужбы. Jetzt, wenn man Umfragen machen würde, würden viel mehr Menschen diesen Schlussfolgerungen auch folgen oder beipflichten und vor allem auch den Verbrechen, die letzten 20 Jahre stattgefunden haben, werden auch viele Menschen sagen, ja, das geht aufs Konto der russischen Sicherheitsdienste. Я бы сказала, что эта книга, которую написал мой муж, еще раз повторю, с историком Юрием Фельштинским, это книга о постигшей всех нас трагедии, об упущенных возможностях, о потерянных жизнях и о погибающей стране. Das Buch, das mein Mann zusammen mit dem Historiker Filstinski zusammengeschrieben hat, ist das Buch über die verlorenen Menschenleben, das Buch über die große Tragödie, über das Land, das wir verloren haben. И он сделал очень важный вывод, что война в Чечне обесценила человеческую жизнь в России. Er hat einen sehr wichtigen Schluss aus dem Buch hervorgehoben. Der Krieg in Tschetschenien entwertet das Leben eines Menschen in Russland. Это очень важно помнить, и это очень важно, чтобы люди, живущие в Европе, от которых очень многое зависит в сегодняшней ситуации, не перевернули страницу и сказали, это было давно, и мы сейчас не можем ничего изменить. Уроки прошлого надо учить, чтобы в будущем не повторялись новые преступления. Es ist wichtig, dass die Menschen in Europa diese Lehren nicht vergessen, dass sie dessen bewusst sind, dass nicht einfach ein Geschichtsblatt umgeblättert wird, umgelegt wird, denn wir sollen aus der Geschichte lernen, denn nur so können wir die zukünftigen Fehler vermeiden. Я на этом закончила, я уложилась. Спасибо Hiermit огромное. bin ich zu Ende. Спасибо большое переводчику еще раз. Dann gerne. Dankeschön. Gerne. Пожалуйста.